Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Таро Кошкин дом. Для личных консультаций все контакты под видео или в шапке канала в строке о канале. Консультации на любую сферу жизни, а также диагностика магического воздействия. Ну а теперь прогноз. Напоминаю, данное видео это общий прогноз. Для кого-то он проиграется, а кому-то не откликнется вовсе. Итак, смотрим события для знака зодиака Рак. Период с 1 по 10 мая. Работать будем на 3 колодах. Первая колода нам покажет главное событие этого периода. Вторая нам покажет личную жизнь. Но на третьей мы посмотрим работу и финансы. Поехали. Так, личная жизнь. На личную жизнь у нас будет 3 позиции для тех людей, кто в данный период одинок. Для тех, кто находится в браке. И для тех, кто в паре, неофициально. Так, третья колода. Смотрим работу. На работу будет тоже 3 позиции. Первая позиция для людей, которые ищут работу. Вторая для тех, кто работает. Какая там обстановка. И третья позиция на бизнес или самозанятые. Так, и четвертая позиция – финансы. Ну что ж, открываем. Итак, главное событие данного периода. Ну, карты показывают, что у вас будет какой-то подарок, какая-то награда вы получите. Это может быть как физическая, так и ментальная. Возможно, вы выиграете в лотерею или получите хорошую прибавку к зарплате, или премию получите. Может быть, кто-то получит гонорар, кто-то признание, славу. А возможно, вы встретите человека, о котором мечтали всю жизнь. Знаете, вот такие щедроты. Ну и карты говорят, что вам придется охранять, защищать этот подарок. Возможно, даже не рассказывать никому об этом. Просто сделайте так, чтобы мало кто знал об этом. Знаете такое выражение «счастье любит тишину»? Вот, думаю, стоит прислушаться к совету карт. Так, вторая позиция у нас – это личная жизнь. И для людей, которые в данный период находятся одинокие. Ну, все по-разному свое одиночество воспринимают. Кто-то сидит и ждет своего принца на белом коне. Вот сел и ничего, в принципе, для этого не делается. Ну, если, мол, суждено, значит, он появится. А кто-то, наоборот, всю свою энергию, весь свой посыл, порыв собирает в кулак и действует, ходит на какие-то мероприятия, знакомится в контактах, в социальных сетях. В общем, человек, который не сидит на месте, а действует. Ну вот видите, у всех разные подходы. Дальше мы смотрим на тех людей, кто находится в браке. Так, какая у вас сейчас ситуация? Ну, здесь я вижу такая дама, знаете, вы волевая, жесткая, принципиальная. Все у вас правильно должно быть, по справедливости. Все должны подчиняться вам и делать так, как вы это считаете нужным. Ну вот в семье у вас получается такая ситуация спокойная, уравномеренная, гладенькая, ну прям такой болотце. И вашему партнеру я вижу, что приходится скучать, не ценит он такого счастья, понимаете? Может быть, вас уже не устраивают такие отношения, что все так тихо, ровно, спокойно.
чего-то, возможно, вам хочется более такого свеженького и эмоционального. Но знаете, здесь вот все-таки все спокойно, все стабильно, никаких потрясений. Может быть, в этом даже какой-то и плюс. А возможно, это ваш партнер такой, знаете, настойчивый, энергичный, волевой. Все происходит в жизни у вас семейно так, как считает правильным он. И вот это ваша бытовуха, домашние дела, все в таком мирном, спокойном ключе. И вам это уже порядком, вижу, надоело. Ну, знаете, тоже как бы э, нужно посмотреть на ситуацию с той стороны, что это все-таки стабильность. Спокойно все, никаких потрясений. Ну, будем видеть, знаете, такие положительные моменты в данной ситуации. Так, ну а теперь позиция для тех, кто находится в паре, но не в официальном браке. Карты показывают, что у вас сейчас такая ситуация, когда все в ваших руках. Вы можете решить любую проблему, любую ситуацию разрешить. Вот если вы захотите вступить в брак, пожалуйста, партнер будет только за. Если вы захотите получить, например, какой-то подарок, партнер вам это сделает. Если вы захотите решить какую-то ситуацию в свою пользу, вы этим воспользуетесь, у вас все получится. Но в этом главное, чтобы вы соблюдали умеренность, делали все по справедливости, никого не обижая и никому не делая зла. Так, третья позиция, приступаем. Это работа. Смотрим для тех, у кого в данный момент нет работы. Вы знаете, я вот вижу, здесь поступает предложение вам, но вы предпочитаете остаться дома, в кругу семьи. Еще вариант. Вам предлагается работа, но вам придется куда-то уехать, и вы тоже как бы раздумываете над этим. Еще есть предложение, но здесь вы боитесь не справиться с работой, знаете, не доверяете своим силам. Но вам нужно как-то собраться и принять решение, потому что то, что вам предлагается, знаете, вечно вас ждать не будут. Пользуйтесь ситуацией, пользуйтесь возможностью. Главное, не сомневайтесь в себе. Так, следующая позиция для тех, кто сейчас работает, имеет работу. Но здесь на работе у вас, знаете, такая прям скукотища, расслабленная ситуация. Вам не хватает возможностей и каких-то ситуаций, чтобы проявить себя, показать, какой вы умный, ценный сотрудник. Понимаете? Вот вы ждете такой ситуации, она никак не подворачивается, и ничего такого не происходит. А вам прям так хочется себя проявить, чтобы вас заметили, вас оценили. А возможно еще такая ситуация, что кто-то на работе, знаете, метит на ваше место. Кажется, что вот я бы на этом месте вписывался лучше. Присмотритесь, возможно, кто-то хочет вас подсидеть. Так, ну и следующая позиция для людей, у которых свой бизнес. Но здесь выпало колесо фортуны. Смотрите, у вас сейчас такой период, что вы можете решить какие-то свои важные дела, какие-то проблемы. Однако вы не видите всю полную картинку того, что происходит у вас в бизнесе. Знаете, вот нужно как-то свежим взглядом посмотреть со стороны на ситуацию и оценить, что где вы можете поменять, использовать какие-то другие ресурсы, потому что сейчас такой шанс выпадает вам. Если у вас есть коллектив, присмотритесь, возможно, кто-то сливает информацию, обманывает вас, делает какие-то манипуляции за вашей спиной. Это тоже время, когда вы сможете этого человека вычислить и обезопасить. Ну вот такая позиция. Ну и заканчиваем финансами. Знаете, раки, у вас такая замечательная здесь позиция. Это просто какое-то счастье привалило, называется. В это время, когда нет никакой стабильности экономической, когда прыгают вот эти все котировки, ресурсы неизвестно какие, куда деваются и откуда они приходят. У вас есть возможность в этот момент, имея свои какие-то сбережения, накопления, деньги, какую-то недвижимость. В общем, смотрите, если вы играете на котировках,
У вас есть возможность очень хорошо здесь заработать и приумножить свой капитал. Если вы продаете недвижимость или автомобиль, сдаете что-то в аренду, у вас сейчас такой шанс это все очень выгодно продать, сдать. Сейчас у вас время действовать, очень выгодно. Знаете, вот такой период непродолжительный. Обязательно им воспользуйтесь. Ну, конечно, включая мозги, интуицию. У вас сейчас очень благоприятный момент воспользоваться такой ситуацией. Ну что ж, желаю вам успеха, удачи. Ну вот на такой оптимистичной ноте мы заканчиваем этот прогноз. Пишите свои комментарии, пожелания, я буду рада их почитать. И до новых встреч!